поселке Максыгалок Хангаласского района в ужасающих условиях живут мать-одиночка с 3 несовершеннолетними детьми. Над ними буквально нависла угроза в виде трескающегося потолка, а в любое время может произойти замыкание, и это может обернуться огненной ловушкой для обитателей дома. Как так вышло, что дом стал далеко не крепостью, а местом, откуда хочется бежать как можно быстрее? Счастье было близко. 6 лет назад Ольга купила небольшую квартиру в Максыгалохе. Помогли деньги материнского капитала. Девушка, любимый супруг, дети начали обживать семейное гнездышко. Затем, как гром среди ясного неба, смерть мужа. Потом рождение 3-го ребенка и начало проблем с домом. Стены расходятся, потолок трескается, как в фильме ужасов. Под полами квартиры вода, искрит электросчетчик. Самое страшное, вот что мы сейчас одни в этом доме. Я унесла документы к маме, потому что я боюсь, что где-нибудь замкнет проводка в соседних квартирах. Детям объяснила, как выбивать в случае чего стекла, потому что если не дай окна, то что не дай бог, если загорится счетчик, в дверь мы выйти не сможем. В 2015-м проблемный дом признали аварийным. Чиновники постановили: Ольгу с детьми нужно переселить. Вот только ждать придется 2019 года, когда заработает 2-й этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ольга, боясь, что потолок рухнет на головы, попросила у администрации поселка временное жилье. 24 мая этого года она письменно написала и попала на прием, на личный прием к главе администрации Пермякову Александру Васильевичу, где вот высказал свои проблемы и где ей было как раз предложено Соколиный 1. Да, маневренный фонд наш. Многодетной матери предложили 18 квадратных метров в социальном общежитии. В комнатушке, уверены чиновники, Ольге и ее детям хватит места. Проблемы не закончились. Общежитие не первый год атакует грибок. Это же детский туберкулез заработают дети, ребята. Надо пожалеть. Не дай бог сюда ее пустите, все. Гибель. Это же гибель, натуральная гибель. Полгода – минимум, который Ольге предлагают провести в общежитии. По предварительному плану, который на сегодняшний день отрабатывается, в ноябре месяце будут обсуждаться с субъектами методические рекомендации по разработке региональных программ. Соответственно, на следующий год у нас должны быть утверждены наши региональные программы, и до 1 апреля должны быть подписаны соглашения. Ольга сокрушается. Она многого не просит, лишь заботиться о безопасности детей. Я не прошу о невозможном, я прошу просто, чтобы условия для меня и моих детей, для моей семьи были безопасны, было тепло, чтобы мы не сидели на головах друг у друга. Пусть это будет квадратура не такая, как у нас, пусть она будет чуть поменьше, но чтобы мы могли жить там, нормальный быт свой вести по-человечески. Просто я хочу жить как простой человек, я не прошу никаких заоблачных вариантов. Возможное решение жилищной проблемы многодетной мамы предлагает уполномоченный по правам ребенка в Якутии. Чисто по-человечески, чисто как управленец я могу предложить, не знаю, насколько это возможно, той же администрации рассмотреть вопрос аренды жилья для этой семьи, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Зима приближается, столбик термометра опускается все ниже, пока взрослые не могут прийти к решению проблемы. 15-летней Лике, 9-летнему Косте, 9-месячной Юле остается жить в страхе, что потолок в полуразрушенном доме может обвалиться. Александр Лысак, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус, Якутск.